Таджикское правительство должно что-то сделать, ведь ситуация накаляется с каждым днем все больше. Неизвестно, что будет дальше. Вспыхнут протесты. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Задержание и давление на таджикских мигрантов продолжаются в самых различных регионах России. Пользователи соцсетей отправляют видео задержаний и силовых акций против мигрантов. Мигранты сообщили, что очередной факт произошел утром 1 июня на одной из стройплощадок в Красногорске, где были задержаны около 50 таджикских граждан. На других видео российские полицейские избивают лежащих лицом к земле мигрантов. Пользователи, приславшие видео, сообщили, что являются трудовыми мигрантами из Таджикистана и что события происходили в Москве и окрестностях в последние дни. По их словам, в результате несколько мигрантов получили травмы. За последнее время в разных регионах России участились задержания таджикских граждан. В частности, 19 мая этого года более сотни таджикских студентов Государственного университета города Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, были избиты со стороны российского спецназа. По словам студентов, ОМОНовцы ворвались безо всякого предупреждения в общежитие и начали целенаправленно избивать именно таджикских студентов. Посольство Таджикистана в Москве сообщило, что в результате действий ОМОНовцев пострадали 10 таджикских студентов. На прошлой неделе посол России в Таджикистане Семен Григорьев был вызван в МИД Таджикистана, где до него была доведена обеспокоенность Душанбе в связи с информацией о массовых задержаниях в России таджикских граждан. Российские власти не объяснили причину усилившегося давления на мигрантов. Как вы относитесь к такой ситуации и к тому, что таджикское правительство ничего не делает? Да, они выразили какое-то беспокойство, но это лишь беспокойство наших граждан. Буквально десятками каждый день избивают российские силовики, а правительство просто высказывает свою обеспокоенность. Разве этого достаточно? Почему Эмомали Рахмон напрямую не свяжется с Владимиром Путиным и не выяснит, что происходит? Ведь, по сути, это его народ, который он должен защищать. Независимый политолог Парвиз Муладжанов считает происходящее кампанией, которая, вероятно, направлена на принуждение Таджикистана к вступлению в ЕАЭС. Эксперт полагает, что таджикской стороне, возможно, было сделано предложение в ходе последней поездки Эмомали Рахмона в Москву на празднование Дня Победы. Такие упорядоченные и массовые рейды обычно не проводились еще с 2011 года, когда в Таджикистане рассматривалось дело российских летчиков, говорит политолог. По его словам, в местах, где проводились рейды, кроме выходцев из Таджикистана, проживали граждане других стран СНГ, но рейды их не коснулись. Собеседник в одном из российских министерств опровергает версию о том, что эта кампания имеет целью давления на официальный Душанбе. По его словам, притеснение мигрантов может быть заказом криминальных групп, сдающие позиции увеличивающимся выходцам из Таджикистана, которые все вольготнее чувствуют себя на территории России. Между тем, количество выходцев из Таджикистана, получающих российское гражданство, все равно продолжает расти. В первом квартале 2023 года натурализованными гражданами России стали 44 854 граждан Таджикистана, или около 500 человек ежедневно. Количество таджикских мигрантов в России остается предметом дискуссии между официальными Душанбе и Москвой, но по разным данным может достигать до 2 миллионов граждан, и при этом они не имеют практически никакой защиты и все равно туда едут. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.